К общественному контролю за ростом цен подключились и волонтеры Коми. Они подготовили специальные листовки с инструкцией для жителей, куда следует обращаться при подозрении на необоснованное завышение стоимости продуктов в магазинах. Таким образом, в столь непростой для страны экономический период наш регион попадает под жесткий тотальный общественный контроль. Все это исключительно с одной целью, чтобы на фоне инфляции у нерадивых предпринимателей не было искушения спекулировать. Любовь Лапина тоже следит за ценами. Общественная палата отмечает, сегодня уже всем понятно, что цены будут расти. На фоне слабеющего рубля от этого никуда не деться. Важно другое – не допустить спекуляций. Повышение должно быть обоснованным и планомерным. Сейчас активисты внимательно следят за процессом. На сегодняшний день самое главное, чего мы опасаемся, и, наверное, это должно быть находиться под контролем, не использовать ситуацию для обогащения. Вот именно такого плана сигналы нас больше всего волнуют. На сегодняшний день 27 уже материалов отправлены в прокуратуру, и, наверное, это не предел. Прокуратура региона также активно включилась в работу. В случае выявления нарушений к нерадивым бизнесменам будут приниматься меры прокурорского реагирования. На сегодняшний день правительством Российской Федерации установлен 30% порог рост цен на социально значимые группы продовольственных товаров в течение 1 месяца. После этого срока могут правительством России вводиться ограничительные меры по предельным уровням цен. Вот. Кроме того, если в ходе наших проверок будут выявлены факты сговора поставщиков продуктов в целях поддержания монопольно высоких цен, мы можем отправить информацию в Федеральную антимонопольную службу для принятия мер реагирования в пределах их компетенции. Особо пристальное внимание к магазинам в глубинке, ведь с учетом доставки цена там может подрасти более существенно. Сегодня общественным советам при муниципалитетах даны четкие инструкции. По любому факту, возможно, необоснованного повышения стоимости 40 жизненно важных товаров, сразу же начинать проверку. Волонтеры Коми уже подготовили листовки с телефоном, где принимают информацию о росте цен. В нашей организации много активных людей, не безразличных к судьбе республики, не безразличных к судьбе нашего населения. И несколько мероприятий мы уже провели совместно с этим проектом. Следующим этапом стало листовки, которые мы будем раздавать на улицах. Со всех сторон предприняты меры, чтобы сдержать тех недобросовестных, ретивых поставщиков, хозяев торговых сетей от спекулятивного повышения цен. Обращение с фактами спекуляции можно оставить и в социальной сети, специально созданной группе Общественной палаты. Кроме того, под крылом уже Федеральной общественной палаты открыта единая для всей страны горячая линия. Любовь Лапина, Василий Янин, Евгений Ершов, Павел Фетисов, телеканал Юрган. И, как нам стало известно, Общественная палата подготовила еще 6 материалов, которые фиксируют рост цен. В Объячево подорожали яйца, в Сыктывкаре, в Пажге и в Кипеево сахарный песок, в Инте лесные орехи. По каждому факту Общественная палата сегодня отправила отдельное обращение в прокуратуру региона.